концу 19-го, началу 20 века представители удмуртской интеллигенции все чаще стали задумываться о создании автономного образования удмуртского народа. Нашумевшее мултанское дело, события Первой русской революции, родили героев своего времени, личностей, готовых бороться за свои идеи. Третье такое мероприятие, третья акция, которая тоже способствовала пробуждению удмуртов, это, конечно же, Первая мировая война. Среди удмуртов, естественно, были рекруты. Эти удмурты, солдаты, общались с более развитыми какими-то солдатами из Петрограда, из других регионов. Первая мировая война тоже, можно сказать, окончательно пробудила удмуртов. И это было не только на фронтах, не только прямо там на передовой, но это было и в тылу. Весной 1917 года в 154-м запасном Глазовском пехотном полку была создана Водская рота под командованием офицеров-удмуртов, многие из которых сыграют затем свои роли в строительстве удмуртской автономии. Одним из руководителей этой самой удмуртской роты Глазовской был поручик Вельмон. Это его, в общем-то, псевдоним, который означает «я новый». То есть уже в самом его псевдониме было некое такое ожидание каких-то новаций, преобразования, пробуждения удмуртского народа. Яркая историческая личность, проявившая себя на Западном фронте, Тракай, Трофим Борисов, выпускник Казанского императорского университета, первый дипломированный доктор из числа удмуртов. Трофим Борисов начал активно проявлять себя еще на фронте. Он был врачом, военно-врачом в большевистской организации ротной. Потом он возвращается, в свой родной уезд, Елабужский уезд, участвует в организации всех этих съездов. Борисов начал с главного. Он создал удмуртские педагогические курсы, а затем учительские семинарии. Грамотные, подготовленные к работе в современных условиях люди должны были составить авангард обновляющегося народа. Эти мысли были созвучны еще одному выдающемуся удмурту – учителю, поэту, а затем офицеру Максиму Прокопьеву, который идейно и организационно подготовил два первых всероссийских съезда удмуртов. Заручившись поддержкой Народного комиссара по делам национальностей Сталина, Борисов и Прокопьев создали при Наркомнадсе удмуртский отдел. Но так как их деятельность проходит в условиях гражданской войны, Прокопьев уходит в Красную армию и летом 1919 года погибает в бою с колчаковцами. Продолжая общее дело, Трофим Борисов собирает в Сарапуле Третий Всероссийский съезд удмуртов и озвучивает принятое на нем решение в Москве. Там же знакомится с опытным большевиком, уроженцем Глазовского уезда Иосифом Наговицыным, несколько лет прожившим в эмиграции и по призыву партии, прибывшим в Россию. Наговицыну предлагается возглавить Водский комиссариат. Тракай становится его заместителем. Издательский отдел возглавляет удмуртский поэт и ученый Кузьма Чайников, более известный под именем Кузибай-Герд. В августе 1920 года было завершено составление проекта административно-территориальных границ будущей Водской автономной области. Далее вопрос рассматривался на расширенном заседании Наркомнадса РСФСР, и была принята необходимость ее образования. Это сложный, долгий процесс. Нельзя сказать, что он осуществился, этот процесс, завершился 4 ноября 2020 года. Только одна из ступенек очень сложного, долгого пути, который проделал удмуртский народ и его лидеры, вместе с лидерами русского народа, кремлевскими вождями и так далее. Это все и было основой появления удмуртской государственности. Или еще точнее, если говорить, национальной государственности удмуртского народа. Через несколько лет после образования автономии Иосиф Наговицын вернулся в Москву. Был членом коллегии Наркомпроса РСФСР, председателем Совета по просвещению национальных меньшинств, народным комиссаром социального обеспечения. Умер в 1937 году от туберкулеза легких. Имена Трофима Борисова и Кузибая-Герда впоследствии будут связаны с печально известным делом Союза освобождения финских народностей и репрессиями, под которые также попадет целое созвездие молодой удмуртской интеллигенции. Хотите знать больше? Оставайтесь с проектом про 100 лет Удмуртии.